Здравствуйте, в эфире 7 дней плюс, и сегодня говорим о системе СПО, чем и как техникумы и колледжи привлекают выпускников. И в гостях у нас сегодня Эмиль Федаилевич Губайдуллин, директор Центра развития профессиональных компетенций Республики Татарстан. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте сразу, Эмиль Федаилевич, да, мы помним с вами вот этот вот нормативный акт СССРовский, да, с 40-го года, где вот были поставлены вот эти амбициозные задачи когда-то, да, о подготовке рабочих, да, вот из колхозной рабочей молодежи, и тогда это были вот такие большие количественные, качественные показатели. И сегодня вот практически сколько вот лет прошло, больше 80 лет прошло, да, и можно сказать, что вот это вот система СПО в России, да, она не только осталась на плаву, но и даже, можно сказать, превысила вот эти советские показатели. Вот с чем связана эта популярность, как вы думаете? Ну, я вообще считаю, что за последние 10 лет произошли, наверное, колоссальные изменения в системе подготовки кадров, в системе СПО. И сегодня мы видим плюс от этих изменений, которые произошли. На сегодняшний момент у нас огромный конкурс, огромное количество ребят, молодых ребят, которые идут поступать в систему нашей СПО, в наши колледжи, техникумы. По статистике, наверное, где-то более 60% выпускников 9 классов поступают в систему СПО. И из года в год эта цифра увеличивается. И это вот, тем не менее, по-прежнему мало. Вы сказали в начале о тех больших показателях. На сегодняшний момент руководители нашей страны поставлена задача для системы образования, для руководителей государственной структуры, предприятий, что буквально за 5 лет мы должны подготовить более 1 миллиона рабочих специальностей, рабочих кадров для абсолютно разных отраслей, которые на сегодняшний момент являются актуальными. Насколько вы близки вот к этой цифре? Эта задача сверхважная, сверхнужная, сверхсложная, и на сегодняшний момент в этом направлении на самом деле активная работа ведется. Но процесс будет непростым. Действительно, за 10 лет много что поменялось. Поменялись федеральные государственные образовательные стандарты, которые, многие из них работали на протяжении десятилетий и не менялись действительно где-то Советского Союза. На сегодняшний момент идет процесс, и больше из них приведена в соответствие современным требованиям предприятий, современным мировым требованиям. Во многих регионах и на федеральном уровне, и в регионах приняты различные программы. В частности, в Республике Татарстан это программа создания ресурсных центров, которые с 2014 года в республике действуют, и более 6 миллиардов рублей только республики были вложены в ремонт и в оснащение наших образовательных организаций. Поменялось отношение и государственной структуры, самое важное, самих предприятий, работодателей. Они начали активно работать с СПО, с директорами, участвовать в жизни техникумов и колледжей, совместно формировать рабочие программы. Ну и самое важное, как я сказал, действительно поменялось отношение самих ребят молодых. На сегодняшний момент быть студентом СПО – это действительно модно, престижно, и ребята осознанно идут в эту систему, и это очень важно. И для нас большим таким показателем стало проведение в 2019 году в Казани мирового чемпионата, который, наверное, стал таким катализатором, во-первых, этих изменений, и, во-вторых, привлек огромное количество молодежи, родителей нашей республики и всей России к этой проблеме. И сегодня мы видим то наследие 2019 года, вот это все изменения, они дают положительный плюс. Без этого, наверное, мы не смогли бы решать эту проблему. Сегодня эта проблема есть. Насколько сильно вот увеличилось количество желающих? Ну, изменения произошли кардинальные, потому что даже в 2019 году порядка 274 тысяч человек прошли через чемпионат. Это люди, которые увидели рабочие специальности, увидели, насколько они абсолютно разные, увидели, что это движение вообще... Это направление чемпионатов профмастерства поддерживают крупные компании, работодатели. И, собственно говоря, мы сегодня видим и в контрольных цифрах поступающих, и вообще в конкурсе, который на сегодняшний момент в системе СПО есть. Ну, вот даже взять здесь Республику Татарстан, у нас в зависимости от отрасли цифры разные, но тем не менее, например, в педагогических специальностях конкурс составляет 8-9 человек на место. В отраслях аграрном там 2-3 человека на место, в строительном или в реальном секторе экономики где-то 4 человека на место. Поэтому мы видим, что конкурс большой есть, и он сопоставим с конкурсом, на самом деле, высшего учебного заведения. Это только радует. Ну вот если по цифрам еще раз, то есть вот можно уже подводить, наверное, итоги приемной кампании, да, 2023 года. Но сколько? На сегодняшний момент у нас в республике функционирует 100 образовательных организаций системы СПО, в которых обучается 74 примерно тысячи студентов, порядка 17 тысяч ежегодно мы выпускаем.
И тенденция на то, чтобы это количество студентов становилось больше, она есть. В частности, даже в этом году по решению президента, при его поддержке, был запущен новый колледж. Да, это у нас Зеленодольский судостроительный, под потребности наших судостроителей. Мы видим, что вплоть до того, что мне надо уже открывать новые образовательные организации для того, чтобы решать вопросы нехватки кадров. Ну вот вы как раз говорили о том, что вот поменялось как бы отношение, поменялось даже самих вот студентов, да, вот мы привыкли, что ПТУ, да, вот это вот слышать из советского времени, что основной студент ПТУ да, это троечник. Да, ну, такой стереотип, наверное, он действительно долгое время существовал. На сегодняшний момент, вот я почти 10 лет в этой сфере работаю, последние 6 лет руковожу организацией, которая как раз отвечает за развитие системы СПО в нашей республике. И на самом деле мы видим, как менялся контингент, как менялись сами ребята, школьники, которые приходят в наши колледжи, техникумы, они приходят с осознанием, зачем они туда пришли, для чего и что они хотят. Мы это видим по вступительным экзаменам. Как вы знаете, система СПО, наверное, вступительные экзамены, точнее, поступление происходит по системе аттестатов, да, смотрят на средние оценки. И вот я уже говорил о количестве поступавших. У нас средний балл по специальностям составляет 4,6, 4,4, 4,8 баллов. И это как раз показатель того, что в колледже идут уже ударники-отличники. Я сегодня буквально был в одном из колледжей, ну, наверное, смело могу сказать, что это ведущий колледж не только нашей республики, но и нашей страны. И директор, собственно говоря, не без гордости рассказал о том, что по ряду специальностей у них конкурс составлял 2-3 человека на место среди обладателей красных дипломов. То есть буквально конкурс состоял. Почему? Вот они объясняют, я не знаю, ну вы же работаете с молодежью, знаете, наверное, да? Вот контингент поменялся, вот этих... Меняется контингент, меняется... Почему они приходят вообще? Почему они хотят получить вот это среднепрофессиональное образование? Ну, какая мотивация? Ну, во-первых, на сегодняшний момент это действительно современное и качественное образование. Если в свое время, да, еще какое-то лет 10 назад мы говорили о том, что необходимо начинать готовить качественную кадры системы, сегодня мы говорим о том, что нужно... Уже нет вопроса по качеству, вопрос стоит количество, наверное, выпускников, которые мы выпускаем. Поэтому ребята получают современное качественное образование. Они учатся на современных образовательных организациях, отремонтированных, оснащенных современным оборудованием, в котором преподают как современные педагоги, так и сами представители предприятия. То есть они получают, собственно, знания от тех, кто этими знаниями на протяжении уже не одного года обладает. Сегодня становится престижным, да, учиться. Да, если раньше мы помним, что престижно было и быть студентом юрфака или экономфака, сегодня, на самом деле, ребята не без гордости говорят, что они учатся в колледже и получают специальности, там, какую-то рабочую сварщика. Какие вот специальности наиболее востребованы сейчас? Куда больше хотят попасть? Это, на самом деле, очень многое зависит от специфики экономики региона. Да, то есть, если регион больше аграрный, то поступает в аграрию. В нашей же республике все-таки направления и абсолютно разные. И у нас среди ребят пользуются популярностью многие профили, такие как машиностроение, транспорт, строительные сферы, педагогические направления, безусловно, IT-направления, сфера услуг. Поэтому спектр абсолютно разный. И я об этом говорю, что поэтому есть и конкурс, есть желающие. Ребята идут во все специальности. Но мы видим, что, конечно же, меняются какие-то тенденции, да, последние годы особой популярностью пользуются IT-направления. Ну, здесь и пандемия, наверное, сыграла свою роль, что ребята начали выбирать те профессии, которые позволяют где-то дистанционно, может быть, работать. Педагогические кадры, педагогические направления по-прежнему пользуются популярностью, наверное, один из самых больших кадров. Историю о том, что педагогические кадры востребованы. Ну, наверное, это все-таки признание, да, это где-то семейные династии, педагогические династии, где-то ребята, наоборот, живут с тем осознанием, что они хотят приносить пользу, да, и воспитывать где-то детей для того, чтобы дети росли правильные и нужные. Поэтому это призвание действительно, и потому мы что видим. обычно как-то, ну, педагогически. И каждый раз, когда я спрашиваю экспертов, они говорят, что всегда там какие-то большие конкурсы, какая-то большая востребованность. Я говорю, в педагогике, да. Да, безусловно. При этом в нашей республике, я думаю, что по всей стране педагогов катастрофически не хватает. То количество педагогов, которые выступают из системы СПО, и системы вузовской, не хватает. Слава богу, достаточно большое количество школ у нас ежегодно открывается, да, демографическое, можно сказать,
по ситуации достаточно положительная, поэтому педагогов не хватает, педагогов-предметников, и, собственно говоря, поэтому в этом направлении и есть большое количество желающих, потому что потребность в этих кадрах у нас всегда есть. Ну и в целом ребята идут в СПО, потому что они понимают, что они уже там на втором, грубо говоря, курсе начнут, так как все-таки учеба в СПО, она больше практикоориентирована, ребята более тесно начнут получать практические знания, отрабатывать их, начнут проходить практику на предприятиях, организациях, то есть они же в процессе обучения фактически найдут себе место, где они будут работать в дальнейшем, или начнут там работать, начнут зарабатывать деньги уже в более раннем возрасте, нежели ты был бы студент, например, вуза или учился бы в школе. Не является ли это основной как раз-таки мотивацией? То, что сейчас дети такие продвинутые, и они хотят уже зарабатывать на раннем этапе, и именно поэтому... Я думаю, что может быть. Наверное, это одна из причин, но она и не самая плохая. На сегодняшний момент молодежь у нас такая, что она рано достаточно становится самостоятельной или хочет быть самостоятельной. И почему бы нет? Почему бы немножко не зависеть от своих родителей или, наоборот, помочь родителям? У нас, например, в нашей сборной Республики Татарстан, которая представляет республику на различных чемпионатах профмастерства, достаточно большое количество ребят, для которых одной из мотиваций является помощь родителям. Они участвуют в соревнованиях, начинают работать, получают какие-то премиальные за свои победы и тем самым помогают семейному бюджету. Так что в этом нет ничего плохого. Это даже, на мой взгляд, такая трудотерапия в раннем возрасте, наверное, не идет в пользу, с учетом тем более тех тенденций. Да, мы знаем, что с этого года официально в школах разрешено ребят привлекать к общественно полезному труду, поэтому я думаю, что это очень хорошая тенденция. Вот какие аргументы вы приведете в пользу, вот если бы, допустим, перед вами, я сейчас, конечно, немножко старовато уже, но если по поводу, был перед вами выпускник, да, и у вас задача как-то привести вот эти плюсы, скажем так, положительные, в которые вы можете те направления, те моменты, которые я уже озвучил, безусловно, это... Если тезисно просто. Тезисно это престижно, это современно, это востребовано. У нас огромный дефицит кадров, поэтому никогда проблемы у ребят, которые закончили СПО, с трудоустройством не будет. И, безусловно, это возможность где-то чуть раньше стать самостоятельным и помогать своим родителям. Я думаю, что это основные причины. И это, в первую очередь, естественно, стало популярным, где-то модным, и это очень положительная тенденция. А вот по поводу того, чем дальше они занимаются, то есть большой ли процент тех, кто идет дальше в вуз учиться, или все-таки они идут работать? Многие из них, безусловно, большее количество ребят начинает работать, да, но тем не менее система все-таки СПО таким образом, что если школьник после 9 класса поступил в колледж, он в течение 1 года фактически проходит программу 10-11 класса, и поэтому спокойно, в том числе после окончания колледжа, может сдать ЕГЭ или пройти вступительный экзамен в ВУЗ, если они предусмотрены, и поступить в ВУЗ. А у нас на сегодняшний момент мы даже выстраиваем такую цепочку, когда у нас есть якорные школы, якорные учебные заведения, СПО или колледж, и к нему мы присоединяем как один из университетов. Например, Казанский энергетический колледж и Казанский государственный энергетический университет. Это хорошая связка, когда ребята, начиная работать, повышают свой уровень образования и имеют право претендовать уже где-то на более высокие позиции на том или ином предприятии, имея уже более профильное образование, которое необходимо, доступы, специализация, квалификация, она позволяет уже работать на более высоких должностях. Одно второму не мешает. В любом случае система заочного образования у нас существует, система вузовская, поэтому ребята, по сути, без отрыва от работы продолжают учиться. Сколько, получается, нужно времени, чтобы обучиться на специальность? Или это в каждых в среднем, да, обучение в системе СПО, в колледжах, техникум от 2 до 5 лет это максимально. Но до 5 в среднем, даже есть 5 лет? От 2 до 5, в среднем 3-4 года. Да, 5 лет это такие больше гуманитарные профессии, специальности. Но на самом деле все зависит от формы обучения, от того уровня образования, который уже есть у ребят, да, и от специальности. Есть специальности, в которых срок обучения может составлять 10 месяцев, год и 10 месяцев, 2 года и 10 месяцев, например, 3 года. Да, если брать ребят, которые после 9 класса пришли, это в среднем где-то 4 года, если после 11 класса где-то 3 года. Поэтому... Но вообще общая тенденция, она идет к тому, что
появляется все больше коротких программ, потому что даже та вот государственная программа, которая в момент функционирует, программа «Профессионалитет» в рамках нацпроекта образования, задача этой программы построить в регионах такие кластеры, да, образовательные кластеры, помочь образовательным организациям совместно с предприятием выстроить образовательные кластеры, где специалистов готовили бы по коротким программам, буквально 2 года это рабочие специальности максимум, 3 года это высокотехнологичные рабочие, высокотехнологичные профессии, для того, чтобы как можно скорее решать проблему как раз кадрового дефицита в наших предприятиях. Поэтому тенденция такая есть, но опять же, если у тебя есть 11 классов как минимум, в целом, например, сварщиком ручной или частично механизированной сварки можно обучиться и за 10 месяцев обучения получить диплом и уже идти работать на предприятии. Но все-таки интересно мне, какой у нас самый такой, ну, что называется престижный колледж теперь вот в Татарстане, например, вот назовите. Я думаю, что с моих уст это будет звучать слишком... Ну, хочется знать, самое пафосное место. Слишком так обидно для наших руководителей образовательных организаций. На самом деле в республике большое количество достойных образовательных организаций, и очень приятно, что в них приезжают обучиться не только наши ребята, но и ребята из других регионов, даже из других стран. Ну, Казанский педагогический колледж, наверное, один из самых известных педагогических колледжей с огромной историей, да, столетней историей. То есть он активно принимает студентов, готовит хорошие очень кадры для наших сферы педагогики. Или Международный центр компетенций Казанский техникум информационной технологии. Техникум, который, наверное, является передовым в вопросе подготовки IT-специалистов именно системы СПО в нашей стране. Да и, собственно говоря, благодаря тем изменениям, которые произошли, сегодня можно сказать, что каждый, наверное, колледж в республике, практически каждый, мы по-прежнему работаем, совершенствуем. Да, у нас, может быть, где-то есть еще работа в тех колледжах, которые находятся где-то в отдаленных районах, но, тем не менее, мы с ними тоже работаем. У нас уже 45 ресурсных центров в республике. И задачу мы ставим такую, чтобы все из них были конкурентоспособными, и все из них, собственно, готовили хороших, классных специалистов для своих отраслей, и чтобы туда было большое количество желающих поступить. Вы уверены, что вообще вот это вот колледжи, техникумы, это выбор именно вот детей, а не их родителей? Как у вас там работа с родителями, наверное, тоже наверное, происходит? Это вопрос такой с двумя такими неизвестными. С одной стороны, наверное, каждый родитель, для каждого родителя ребенок это какой-то, да, чадо, которому он будет всю жизнь опекать, помогать, подсказывать. И, безусловно, родители имеют существенное влияние на выбор ребенка с будущей профессией. И, опять же, говорю, вот показатель мировой чемпионат, когда огромное количество родителей пришли, и они посмотрели, увидели. И в этом вопросе родители влияют. И мы в этом вопросе ведем работу с родителями тоже. Да, дни открытых дверей в образовательных организациях, образовательные ярмарки, чемпионаты, на которых мы приглашаем родителей, все это делаем для того, чтобы родители посмотрели и поняли действительно, что очень многое меняется. И они как раз не жили теми стереотипами, что там троечники, что там все плохое, разрушенное, там учатся одни не благонадежные, скажем так. Там есть определенный стереотип полезности, чтобы надо получить полезную профессию. Да. Ребенок что, хочет стать актером, а его это там первое. допустим. Во второй момент очень важно, конечно же, об этих профессиях рассказывать. О профессиях нынешних актуальных, о профессиях будущего, которые будут актуальны через 5-10 лет. И важно люди, чтобы понимали в этом направлении. С другой стороны, молодежь, я об этом уже сегодня говорил, становится очень самостоятельной в раннем возрасте, у них есть своя точка зрения, и это, наверное, плюс и минус. Плюс то, что они действительно, молодежь, начинает отслеживать те тенденции, которые происходят. Многие очень профессии, они начали появляться такие специальности, как, например, оператор беспилотных летательных аппаратов. То есть это те профессии, мы начали видеть, что наша молодежь, школьники, начинают увлекаться сборкой дронов, полетами, соревнованиями по дрон-рейсингу. И постепенно, соответственно, эта специальность начала появляться. И у нас сегодня, например, один из техникумов готовит уже оператора беспилотных летательных аппаратов, потому что есть спрос, и там есть конкурс, и там есть кстати, желающие. Расскажите про эту специальность. Интересно, она сейчас такая вот модернизированная, современная, востребованная? Она очень интересна, очень востребована, поэтому она разносторонняя, потому что операторы беспилотных летательных аппаратов различной классификации, больших, малых, они нужны в разных отраслях. На сегодняшний момент очень ждет этих специалистов и представителей сферы МЧС, лесники, экологи, строители, сельхозспециалисты. Безусловно, в вопросах обороны эти технологии тоже применяются. И есть запрос большой со стороны работодателей. У нас, если не ошибаюсь, исходя из программы развития этой отрасли, создания беспилотных летательных аппаратов, до 2030 года, опять же, нужно подготовить 1 миллион специалистов в этой области.
Поэтому здесь... Как вы собираетесь такую задачу непосильную? Она, не сказать, непосильная. Здесь совместная работа сегодня начата и предприятиями. Опять же, принята отдельная государственная программа по развитию беспилотия в нашей стране. На сегодняшний момент в регионах начинают создаваться научно-производственные центры, собственно говоря, где представители инженерных школ, вузов, предприятий будут как раз создавать новые модели беспилотных летательных аппаратов или программных продуктов, или каких-то запчастей для них. Безусловно, чтобы все это эксплуатировать, использовать, необходимы специалисты, которые умеют это чинить, эксплуатировать, летать. И здесь, конечно, задача стоит такая, что готовить специалистов надо. Собственно говоря, мы поэтому пару лет назад в одном из колледжей, это Лаишский технико-экономический колледж, запустили эту специальность. И вот там порядка в этом году, если не ошибаюсь, в том году 45 человек обучалось по этой специальности. В этом году был новый набор. Есть желающие, и ребята работают. И вот мы буквально в августе месяце вернулись с чемпионата в Новосибирске, да, где проходили большое количество соревнований, более 105 номинаций по беспилотникам. И наши сборные, наши школьники, наши студенты завоевали 22 медали. При этом среди самым молодым и чуть ли не самым титулованным стал наш школьник, который привез большое количество медалей. Буквально на днях встречался с президентом нашей страны и попросил президента создать коптер-парк, чтобы такие, как он, молодые ребята, могли летать официально, легально и развивать это направление в нашей республике. Ну вот, кстати, к слову о полезности, то, что вернемся. Вообще вот эта вот, скажем так, вот эта мода на полезные профессии, она вернулась, да, мы уже об этом говорили с вами. И вот как вы думаете, с чем это связано? И можно ли сказать, что вот выпускники среднего профессионального образования, они, может быть, даже больше востребованы, чем выпускники вузов? Или это такое... Я бы сказал, что востребованность в выпускниках высшей учебной школы, конечно же, тоже есть. Безусловно, без инженеров, без научных открытий ни одна сфера не будет работать. Но сегодня я могу сказать, что, наверное, в нашей экономике, нашим предприятиям нужны специалисты, которые выпускают и в системе СПО, и в системе вузовской, но именно рабочие кадры, конечно же, нужны в системе СПО. Огромное количество людей. У нас на сегодняшний момент самая низкая безработица, наверное, за все время, которое есть. У нас такой рынок соискателей, когда нехватка рабочих рук во всех абсолютно отраслях. В сфере промышленности. Если брать даже вот аналитику крупнейших сайтов, которые занимаются предоставлением, скажем так, услуг по поиску найму работы, да, на сегодняшний момент там, в гостиничной сфере, в сфере ресторанного бизнеса, в промышленности количество нехватающих кадров возросло в 2, в 3 и больше раз. Поэтому а почему нехватка рабочих рук, если столько вроде бы уже готовим, или они еще не пришли? Мы не вышли, наверное, на тот уровень количества подготовки ребят, которые, во-первых, нам нужно. То есть это идет постепенно. Безусловно, те тенденции, которые в мире происходят, да, те вызовы, которые происходят, заставляет предприятие увеличивать количество продукции, которую они выпускают. Появляются новые заказы, уходит ряд других компаний, и их надо заместить, соответственно, нужны новые специалисты, открываются новые предприятия. И все это требует все больше и больше кадров, и начинается процесс, когда предприятия начинают друг у друга переманивать. Это во-первых. Во-вторых, мы в любом случае наблюдали определенный демографический спад. В целом, если брать по стране, количество молодежи становилось меньше, становилось все больше людей, которые выходят уже на пенсию, да, но тем не менее мы, например, реализуем программу в республике, в том числе программу содействия занятости, где даем возможность категориям 50+, тем людям, которые вышли на пенсию, пройти переобучение, получить новую профессию, может быть, все-таки продолжить. У нас достаточно большое количество людей, которые очень интересно было бы поработать в новой отрасли, да, поэтому такая возможность тоже в республике есть. Это причина в том числе, ну и какая-то миграция, отъезд, она в любом случае, к сожалению, присутствовала, поэтому все это не улучшает, а только ухудшает ситуацию, но тем не менее большие шаги делаются и в нашей республике, и в целом по стране, чтобы ту задачу, которую главой нашей республики, президентом нашей страны в том числе поставлена, решить. Задача колоссальная, работать нужно всем в совместной связке, и предприятиям, и госструктурам, и системам образования.
И самое важное, как я действительно сказал, не 4-5 лет ждать, пока выпустится специалист, а все-таки специалисты постараться переобучать по коротким программам, чтобы через 2-3 года, может быть, даже быстрее, специалист может уже выходить на рынок труда и, собственно говоря, начинать что, работать. Кстати, у нас там по гендерным стереотипам, что Абсолютно. девочек хватает? Я могу сказать, что и девочки, и мальчики с удовольствием идут, при этом есть те специальности, которые исторически, может быть, считались чисто мужскими, но, например, одна из лучших сварщиц и нашей страны, и Европы, это девочка. Да? Поэтому есть специальности. Но они идут, да, они девчонки? Идут и ребята идут и в хлебопечение, и в повара. И, ну, повара-то я еще могу хорошо, как бы поверить. И в хлебопечение идут, и в повара, и где-то косметологи, парни тоже появляются. И девочки, которые идут в строительные отрасли, занимаются там маляркой, кирпич кладут. Поэтому каждый человек должен все-таки выбрать ту специальность, которая ему нравится. И мы сегодня говорили о троечниках. Да, я могу вам сказать, что, безусловно, те ребята, которые были троечником в школе, приходя в систему СПО, начиная получать специальности, они находят себя и становятся не то что отличниками, они становятся одними из лучших специалистов своей отрасли, потому что они нашли то дело, в котором, может быть, не совсем важно знать какие-то аспекты, тонкости научные, но они умеют правильно, грамотно производить работы, класть кирпич, красить и так далее. Поэтому это очень Меньше важно. 20 секунд осталось. Вы пару слов буквально для тех, кто сейчас сомневается, еще думает в будущее ваше. Не сомневайтесь, смотрите, количество специальностей вокруг нас огромное. Выбирайте и приходите учиться. Спасибо, что вы пришли сегодня к нам. Спасибо телезрителям, что были с нами. И до свидания.